Это программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Основная цель деятельности Центра оценки и развития компетенций Северо-Восточного федерального университета– содействие студентам в развитии надпрофессиональных навыков и компетенций для последующего трудоустройства. Центр создан при партнерстве с президентской платформой «Россия – страна возможностей». Наша гостья в студии Анна Бысыина, директор Центра оценки и развития компетенций СВФУ. Анна Николаевна, здравствуйте. Добрый день. 8 декабря пройдет важное мероприятие для выпускников. Карьерный Open Space «Твое пространство развития». Что это за мероприятие и почему был выбран формат Open Space? Наш карьерный Open Space на самом деле это новый формат традиционной ярмарки вакансий. Все мы были с вами студентами и прекрасно помним, как это происходило, когда стояло много столов, сидели представители компаний, у них были списки вакансий, и, значит, каждый студент подходил и спрашивал, какая должность есть, какая зарплата, какие там преференции. А мы, наш Open Space, стараемся выстраивать в этом сфере некое доверительного общения соискателей и студентов, и выпускников. И здесь важная задача у наших работодателей в том, чтобы они не просто рассказывали о том, какие у них есть вакансии, а чтобы они транслировали именно о своем предприятии, о том, какая есть миссия у предприятия, какие ценности, какая корпоративная культура. Это связано с тем, что новое поколение наших выпускников, новые студенты, для них важно быть сопричастными к определенной миссии, к определенной ценности. И когда они трудоустраиваются в то или иное предприятие, они именно не с точки зрения даже, наверное, зарплаты, да, в первую очередь рисуют, а с точки зрения того, что транслирует эта компания и хотят ли они быть частью вот этой компании. Поэтому такой формат у нас Open Space сделан. Мы обычно проводим его 2 раза в год. Прошлый карьерный Open Space у нас был в апреле. Там были у нас, значит, представлены крупные предприятия нашей республики. Мы отбирали эти предприятия, именно те предприятия, которые несут в себе некую миссию, определенные ценности. Сейчас же декабрьский Open Space, он посвящен теме муниципальных районов, и мы сюда приглашаем именно муниципальные районы представить о том, какие у них есть вакансии, и рассказать о том, какие меры поддержки у них есть для молодых специалистов. И какие консультации смогут получить студенты от представителей госорганов и крупных предприятий? Да, то есть там помимо наших районов будут представлены госорганы, институты развития, которые как раз-таки будут рассказывать о том, что студенту, новоиспеченному выпускнику может предложить государство, могут предложить институты развития с точки зрения различных федеральных, муниципальных, республиканских программ мер поддержки молодых специалистов. Тема самозанятости обязательно будет освещена, что нужно делать для того, чтобы стать самозанятым, открыть свое дело и так далее. Поэтому этот карьерный Open Space он будет достаточно масштабным, и я думаю, что он закроет большинство вопросов, которые возникают у наших выпускников перед тем, как они выйдут на рынок труда. Как вы могли бы оценить итоги трудоустройства прошлого года? С какими основными трудностями сталкиваются молодые специалисты при устройстве на работу? Мы ежегодно выпускаем более 3000 выпускников. Преобладающее большинство из них трудоустраиваются сразу после выпуска по специальности, а остальная часть ребят, они продолжают обучение. То есть бакалавры, когда выпускаются, они идут обучаться в магистратуру, магистранты в аспирантуру и так далее. Поэтому прям трудностей, я бы не сказала, что ребята сталкиваются с ними. Трудности, скорее всего, есть у наших работодателей. Потому что, мы знаем, демографическая яма, сейчас очень не хватает кадров во всех отраслях, и на самом деле, мне кажется, даже идет некая охота за хорошими специалистами. Поэтому здесь у ребят нет таких прям трудностей. Единственное, что, наверное, могу сказать, это все-таки выпускники, обучение которых выпало на ковидный период. И у некоторых, могут возникнуть сложности с коммуникацией и так далее, потому что они очень долгий период сидели за экранами, помните, Zoom, ВКС, то есть сутками напролет они все время сидели за экранами и общались не с живыми людьми, а с помощью неких инструментов. Центр оценки и развития компетенций направлен на то, чтобы развивать у студентов так называемые мягкие навыки. Какими навыками должны обладать нынешние выпускники? На самом деле это достаточно простой вопрос, потому что можно открыть любой портал, где есть вакансии, работа в России, работа ИКТ, и просто начать шерстить эти вакансии. Мы просто делали у себя анализ этих вакансий. В первую очередь работодатели из гибких навыков, мягких навыков отмечают именно стрессоустойчивость. То есть важно, чтобы
молодой специалист был достаточно стрессоустойчивым. Также очень важным для работодателя является коммуникативность специалиста, да, то есть чтобы он мог уметь общаться, громко говорил, ну, то есть вот элементарные такие вещи, да. Очень важно для работодателя также такая компетенция у нас, как работа в команде. То есть это человек, который должен уметь вот коммуницировать с командой, выстраивать работу, планирование и так далее. От себя лично отмечу, что мне, например, как работодателю тоже очень важно, чтобы у человека было критическое мышление, да, и умение вот анализировать информацию, потому что сейчас достаточно большой поток информации везде, и непонятно, где правда, где вымысел. Вот я ценю в моих молодых специалистах, что они умеют это делать. В этом году в СВФУ был реализован проект «Твое пространство развития», где студенты напрямую выезжали в районы и там работали. Для чего был выбран такой формат работы? На самом деле мы в прошлом году исследовали именно покрытие потребностей в кадрах, которые есть в наших муниципальных районах. Соответственно, почему карьерный open space посвящен районам, да? И у нас очень большая нехватка педагогов и врачей в районах. Там по 3000 специалистов не хватает, если в целом республику брать. И мы, значит, в ответ стали изучать, насколько у нас студенты трудоустраиваются в районы. И получается так, что чем дальше от города Якутска, от центра находится район, тем ниже показатели трудоустройства выпускников там. Соответственно, вот эту проблему мы подсветили, проработали подходы и подали заявку на конкурс грантов Росмолодежи, где мы этот конкурс выиграли, нас поддержали. И мы, значит, с ребятами уже стали собирать команды ребят, с которыми мы выезжали в 4 района, которых мы отобрали, которые поддержали тоже нас, да, в свою очередь. Мы приезжали в районы. Ребята исследовали социально-экономическое положение района, проводили проектные сессии с местными жителями, то есть мы выявляли, какие проблемы есть в районе, какие задачи стоят перед районом. Также ребята у нас ездили по крупным предприятиям, по школам, по больницам, предприятиям ЖКХ и так далее, и знакомились с тем, вот, какие работодатели есть, да, что они предлагают в районах. Все это связано было с тем, что когда мы проводили опросы у ребят, да, исследовали, почему они не идут в район, они говорили о том, что они не видят там для себя перспектив. Но на самом деле, наверное, проблема именно в трансляции, да, то есть нужно им транслировать правильно это. И вот мы, когда выезжали с ребятами, они говорили о том, что, в принципе, неплохо, а можно было бы и работать, а я бы приехал, ну, то есть вот так вот. В принципе, этот проект, он именно как вот рабочий инструмент трансляции того, что на самом деле в районах очень много перспектив, и если ребятам рассказывать о том, что те ребята, которые приезжали в районы, развивались, как-то по карьерной лестнице росли, они тоже, в принципе, хорошо работают, и ничего страшного в этом нет. Вот. На самом деле тоже это большая поддержка была от районов, хотелось бы выразить им благодарность, потому что они тоже заинтересованы были в том, чтобы формировать свой какой-то положительный имидж в глазах молодежи, потому что эти же ребята, которые ездили в район, они возвращаются в университет и рассказывают о том, как они съездили в Горный район, как они съездили в Усть-Алданский район, Усть-Майский, Хангаласский, и как там на самом деле все действительно круто, и столько всего сделано для местного населения, что там, в принципе, очень хорошо можно для молодежи развиваться. На карьерном Open Space будет представлено направление «Бери и внедряй». И если не секрет, какие проекты представят участники? Да, карьерный open space является заключительным этапом нашего грантового проекта. Мы туда приглашаем все муниципальные районы нашей республики для того, чтобы они ознакомились с разработками наших ребят, которые ездили в районы. В любом случае, во многих районах одинаковые проблемы, поэтому, думаю, предложения и проекты наших ребят, они будут интересны даже тем районам, в которые мы не ездили. Большинство проектов, они касаются именно как раз-таки того, чтобы привлечь, закрепить молодых специалистов в районы. Поэтому, думаю, всем будет интересно. Там, начиная от того, как нужно делать имиджевые ролики для того, чтобы молодежь это нынешнюю зацепила, заканчивая различными форматами мероприятий, фестивалей и так далее. Ну, я не буду раскрывать все карты, на самом деле лучше пусть все приезжают к нам и знакомятся с разработками наших ребят. Вот вы рассказали о том, что ребята по своим проектам ездили в села и говорили, что не так уж все и плохо, и можно поехать работать туда. Однако же не секрет, что молодые специалисты, выпускники не стремятся ехать работать в село. Вот по вашему мнению, почему? Ну вот повторюсь, да, на самом деле, когда мы проводили опросы, ребята говорили о том, что они не видели для себя перспектив.
Но это для меня, например, это было очень удивительно. То есть на самом деле перспективы есть, просто, видимо, о них недостаточно рассказывают, видимо, о них не так транслируют, как бы ребятам это заходило, да. Поэтому вот на карьерном open space также мы районы подготавливаем к тому, чтобы они были максимально готовы раскрывать ребятам те меры поддержки, которые у них есть, те варианты развития карьеры, которые можно выстроить в районах. Поэтому, я думаю, этот момент можно преломить, потому что то, что они не видят для себя перспектив, это не такой прям сильный фактор, который мы не можем изменить. А есть ли удачные примеры того, что вот выпускники поехали в село и нашли там себя, развились и устроили свою карьеру? Ну, смотрите, наш университет, он готовит кадры для всей республики на протяжении более 50 лет. И я думаю, если там посмотреть, там каждый второй или каждый третий успешный человек в любой сфере, потому что наш университет готовит кадры, начиная от инженеров, айтишников, заканчивая врачами, педагогами, экономистами, юристами. То есть там везде, на каждом шагу можно встретить такого специалиста, такого успешного выпускника. Многие главы районов, многие депутаты, они являются выпускниками нашего университета. И как вы взаимодействуете с теми, кто предлагает работу? Вот какая работа ведется, какая помощь для выпускников, для студентов, практикантов? Как ведется эта работа? Ну, наша работа, она комплексная, да, то есть в первую очередь мы работаем со студентами, мы проводим им диагностику надпрофессиональных компетенций. Они по итогам этой диагностики понимают, какие компетенции у них наиболее развиты, а какие нет. По итогам этой диагностики мы их консультируем для выстраивания траектории развития карьеры. Это такой инструмент, который помогает ребятам понять, где какие моменты у себя нужно подтянуть, где чего, где развить, для того, чтобы стать успешным, высококвалифицированным специалистом и претендовать на ту зарплату, на которую они хотят. Потому что чаще всего ребята на выпуске, они как минимум рассчитывают на зарплату, ну, не будем скрывать, да, 70-80 тысяч, но на самом деле такой зарплаты на начальных позициях нет. Но для того, чтобы претендовать на эту зарплату, вам нужно соответствовать определенным требованиям работодателям. Вот это мы на каждой консультации ребятам тоже объясняем. Если говорить про то, что как выстраивается работа с работодателями, да, это, конечно же, встречи с работодателем. У нас часто проводятся встречи с министрами, которые рассказывают о том, как развивается та или иная отрасль, с работодателями. Буквально 2 недели назад у нас прошел день открытых дверей Алроса. Кроме того, вот карьерный open space, да, это тоже такой формат мероприятия, который позволяет работодателям именно транслировать, показывать себя. И все-таки вот эта вот охота за кадрами, она происходит именно на таких площадках. Увидели хорошего студента, видите в нем потенциал, хватайте, как говорится, и записывайте его контакты. Можно с ними потом встретиться, разрабатывать какие-то проекты, приглашать на какие-то свои мероприятия, да, и так далее. Кроме того, у нас в университете есть такой инструмент, как договор целевого обучения, да, то есть можно со студентом заключать, уже с обучающимся студентом заключать договор целевого обучения. Тогда он как бы целенаправленно уже будет готовиться к выпуску именно под определенную предприятие, под определенную компанию. Ну, то есть на самом деле инструментов очень много, как можно взаимодействовать с молодежью, просто надо прийти и начать налаживать диалог, именно доверительное общение, чтобы они проникали с вами уже с первого курса. Анна Николаевна, спасибо вам большое за эту полезную информацию. Уверен, она будет полезна каждому молодому специалисту. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.